Депутаты Госсовета Коми одобрили новую структуру состава регионального Кабмина, повысив одну из должностей заместителя председателя до уровня первого заместителя. Таким образом, в правительстве будут должности двух первых заместителей. Ожидается, что один будет курировать экономику, второй – инвестиции. Принятие законопроекта не требует доп. Расходов. В истории управления республики имеется опыт, когда экономика и инвестиции были разведены под управлением двух первых заместителей в период работы первого главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова. Сегодня депутаты рассмотрели кандидатуру Антона Виноградова на новую должность первого заместителя председателя правительства. Это назначение могло бы повысить его статус для работы по привлечению инвестиций в регион в рамках взаимодействия с потенциальными инвесторами. Однако сегодня депутаты не были единогласны по его кандидатуре, и кандидатура Антона Виноградова была отклонена. Сегодня он работает в должности заместителя председателя и отвечает за инвестиции. Занимается подготовкой и реализацией 14 инвестпроектов с общим объемом более 43 миллиардов рублей. Это и прямые инвестиции, и вложения в рамках государственно-частного партнерства. Еще один вопрос повестки – изменения в региональный закон об инвестиционной деятельности. Депутаты одобрили большинством голосов. К инвесторам теперь будут предъявлять более мягкие требования. Там, где инвестор приходит в муниципалитет с числом жителей менее 70 тысяч человек, то ему достаточно заявить параметры своего инвестиционного проекта по объему инвестиций 10 миллионов рублей, по количеству рабочих мест не менее 5 он должен создать. Это, безусловно, увеличит привлекательность Республики Коми для инвесторов. Мы надеемся, что это даст толчок к развитию республики, потому что, естественно, создание рабочих мест, инвестиции. Всего на внеочередном заседании Госсовета депутаты рассмотрели 10 вопросов. Обсудили изменения в части социального партнерства, дополнительные меры поддержки семей с детьми, вопросы транспортного обслуживания населения, выполнение наказов избирателей в 2024 году и некоторые другие.